Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу», в студии Ольга Алексеева. Итоги купального сезона 2021 года подвели в Доме правительства республики. На воде произошло 34 несчастных случая. Это на 55% больше, чем в прошлом году. Утонули 33 человека, в том числе 3 детей. Купальный сезон завершился, трагедии на воде продолжаются. Об этом мы поговорим с Германом Майковым, главным государственным инспектором по маломерным судам Чувашской республики. Герман Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. Начнем с такой печальной статистики. 18 ноября утонул рыбак из Бресенского района Чувашской республики. Ему было 43 года. 22 ноября погиб житель Вурнарского района. Ему было 63 года. Скажите, как произошли трагедии? Да, действительно, зимний период только начался. Первые морозы, первый лед по зимним морозам только начал становиться на водоемах нашей республики. И уже любители зимнего лова рыбы пошли на первый тонкий лед. И, как вы уже сказали, несчастные случаи у нас прошли в Бресенском районе, в Вурнарском районе. И вот уже 24 ноября Шумерлинский район, населенный пункт Арханы, погиб в результате провала под лед еще один мужчина. Ну, все взрослые мужчины, 42 58 лет. Все знают свои местные водоемы, прекрасно знают погоду, погодные условия. Однако никак не удержать любителей подледного лова рыбы, рыбаков наших зимних, от выхода на первый лед. На сегодняшний день толщина льда составляет 6-8 сантиметров. Для человека безопасного выхода на лед, хождения, прогулки 7 сантиметров и более считается толщина льда безопасной. Здесь хотелось бы напомнить нашим любителям зимнего лова рыбы про свою экипировку. Вот мы в своей работе после того, как лед уже встал крепко, можно безопасно выходить на лед, наши инспектора каждый день выходит на лед для замера толщины льда. Во время своих выходов на лед, а суббота и воскресенье это однозначно, мы посещаем наиболее выходные. такие... Да, есть время. Конечно, выходные народ на лед, на зимнюю рыбалку. Ну и мы, наши инспектора, вместе тоже с ними. На работу. Конечно, на работу. И здесь мы одновременно, значит, толщину льда проверяем, месте наибольшего скопления любителей зимней рыбалки. Ну и, конечно же, проводим профилактические беседы. Вместе с беседами о мерах безопасности мы раздаем, вот, кстати, я принес с собой красиво оформленный букет, как себя вести на водоеме в зимний период. И на одной из сторон про экипировку, рекомендуемую экипировку для рыбака подледного лова рыбы. Про нарушителей. Какие штрафы и административная ответственность? Какая есть за это? Нет у нас нарушителей при Кодексе об административных правонарушениях, штрафных санкций нет к любителям подледного лова рыбы и те, которые выходят на тонкий лед. Вот даже те рыбаки, которые сидят прямо на краешке, куда наши инспектора не подходят, они знают, что административной ответственности нет. Но увидя инспектора или спасателя, который направляется в ихнюю сторону, уже поднимает свои удочки, собирается. Понимать, что делают что-то не так. Конечно, конечно. Ну хорошо, если они это понимают вовремя, и удается вам их остановить. Но вот, к сожалению, бывают и трагедии. Как вот произошла во Владимирской области, погибли 3 детей. Что там произошло? Расскажите, пожалуйста. Вот недавно трагедия произошла. Да, вот 3 детей. Кстати, брат, сестра и соседский мальчик возвращались из школы и решили скоротать свой путь через водоем. Вроде как лед встал. Это вот как раз были первые дни морозные, когда лед только начал становиться, и опять-таки со снегопадом. Вот. И покров снега, он не дает сразу же распознать, где полынья, где опасно, где лед хорошо встал. Вот. И 3 детей при возвращении из школы через водоем переходили они дорогу, провалились, лед не вытерпел. И, то есть даже не ради забавы, они просто переходили? Они переходили дорогу. А почему они там переходили? Там не было другого места, где можно было? Ну, сократили путь? Тут как бы не забава, а сокращение пути. И все-таки хочется... Дети есть, да.
по первому льду пройтись. Вот поэтому мы в своей работе профилактической по мерам безопасности при нахождении на водоеме, рядом с водоемом в зимний период, особенно в этот переходной осенне-зимний период, когда только лед начинает становиться, много времени уделяем работе с детьми. На сегодняшний день у нас пандемия по COVID-19 не дает в очном порядке проводить занятия такие профилактические занятия в школьных образовательных учреждениях, но мы нашли возможность в онлайн-режиме проводим эти занятия. Благо у нас все школы сейчас подключены к интернету, во всех классах на стенах висят большие мониторы, компьютерные классы, вот, в актовых залах большие экраны выводятся, все это онлайн-мероприятие. И наши инспектора выходят на водоем, прямо на месте показывают, где опасные места, где какой лед, что надо делать, как оказать помощь пострадавшему, как выбраться самому, если вдруг вы попали в полынью. И все это в онлайн-режиме транслируется в те классы, которые подключаются. Те школы. Школы, бывает, подключаются до 10-15 школ одновременно. И при проведении этих занятий есть обратная связь. Вот, детям интересно. Что они спрашивают? Какие вопросы чаще всего задают? Они чаще всего задают вопрос вот, по цвету льда. Как вот можно определить если прочность? вот снег, там уже вот цвет? под снегом. Состояние снега. Все равно, когда полыня есть, если... Он уже мокнет, видно. Да, уже, да. темнеет, светлое, прозрачное. Вот такие вот моменты. Потом, как можно помочь? Что надо сделать? Ну, и тут, конечно же, инспектора вот, наши показывают. Кстати, они сразу экипированные выходят на занятия. Вот то, что я говорил, пешня, зацепы, веревка, конец Александрова. Как надо бросить веревку, чтобы помочь человеку. Как пешней надо простукивать впереди себя по льду, чтобы было безопасно. И определить, где опасный участок, где безопасно для дальнейшего прохождения пути. Вот что нужно сделать, чтобы люди не совершали? Вот что еще? Профилактическую работу с рыбаками проводите, с детьми в школах проводите. Что нужно еще сделать, по вашему мнению? Ну, на сегодняшний день в правительстве Чувашской Республики в Госсовете рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, которые на транспортных средствах выехали на лед водоема. Выезд, движение по льду водоема транспортными средствами, не предназначенными для передвижения по льду, и вне ледовых переправ. По ледовым переправам я вам скажу, что у нас на территории республики ледовая переправа действует только в направлении Шумерля и Нижегородская область, поселок Новаты, через реку Сура. И хотелось бы напомнить, особенно рыбакам, любителям подледного лова рыбы, дождитесь, пожалуйста, хороших морозов, хорошей толщины и прочности ледового покрова. Ну и родителям, взрослым напоминаю, что дети в свободное время на улице, они ищут более интересные места, а эти интересные места на сегодняшний день, в момент ледостава, это, конечно же, первый лед. Поэтому будьте внимательны и ведите беседы почаще с детьми. Спасибо, Герман Геннадьевич, что пришли в студию, за хорошие советы полезные. Берегите себя и своих близких. До свидания.